Концерт под открытым небом. С лучшими образцами певческого и исполнительского искусства чебоксарцев знакомила Чувашская муниципальная капелла «Классика». Организаторы посвятили это выступление духовным основателям города и Свято-Троицкого мужского монастыря. Певческая капелла «Классика» в программу включила народные песни, произведения чебоксарых композиторов, рожденных на Волге, и духовные песнопения. Музыка, которая звучит в душе у каждого человека, будь это прихожанин храма, будь это мирянин, будь это ребенок, будь это взрослый, для всех возрастов. Эта музыка не имеет времени, она всегда вечная, она всегда праздничная. Необычность концерта в том, что шедевры популярной классики впервые звучали, перемежаясь с колокольным звоном. Это подчеркивало красоту и величественность произведений, усиливало эмоциональное воздействие на слушателей. Вдохновение исполнителей ощущали на себе все собравшиеся. Чистые голоса и гармоничное звучание в стенах одного из самых старинных монастырей Чувашии наполняли душу радостью, любовью к ближним. Это концерт, конечно, уникальный, первый раз, смешанный с колокольный звон. Это очень хорошая идея. Я думаю, что будет такие... В этом году Свято-Троицкий мужской монастырь отмечает 450-летие. В 1566 году его строительство на берегу Волги благословил архиепископ Герман Казанский. Осенью на территории обители планируют установить памятник святителю. Тем более, что в следующем году будет отмечаться 450-летие со дня его успения. Будет и звонница с деревянными колоколами, как в старину. Все это предполагает проект под названием «Град и монастырь. Сплетение судеб». Мы отмечаем 450-летие монастыря нашего, который стоит у основания города, который всегда был таким не только духовным стражем, но еще и центром просвещения горожан. Слушатели с удовлетворением отмечали, что в Чувашии возрождается традиция концертов духовной музыки, и подчеркивали, что получили истинное духовное наслаждение от красоты, созданной лучшими талантами. Лидия Галактионова, Павел Ритков, Вести Чувашия.